Приветствую всех, кто только проснулся и присоединился к нам. Сегодня свой праздник отмечают строители нашей страны. И сегодня у нас в студии гость Билан Чахкиев. Доброе утро. Доброе утро. Для начала хотелось бы вас поздравить с профессиональным праздником. Вы являетесь заслуженным строителем ЧССР и Республики Ингушетия. Не могли бы вы рассказать о вашем пути к этому почетному званию? Специальность я выбрал, закончил, жили мы в Грозном в то время. Вот там, значит, закончил школу я и решил куда-то поступать, учиться. Думаю, значит, было два заведения было в Грозном. Там нефтяной институт был и педагогический институт был в то время. Потом думаю, нефтяной институт пойду, там бурение, как-то думаю, что это такое, мне не понравилось. Где-то в степи там или где-то, значит, это захолустье, там бурить, заниматься бурением. Пойти, значит, в университет тоже я подумал, там учителем работать, в школе преподавать, думаю, тоже не помню, как-то строительно. Интересно, да? Да, вот даже я и не знал, что за специальность такая. Решил просто как-то вот сам по себе, думал, это поступлю и буду. Как-то получилось мне, поступил я сам, поступил на строительный факультет. В 1975 году поступил в институт. Конкурс большой тоже был. Образование у меня было, собственно, не такое сильное было, но окончил я городскую школу. Там были, нас в войнах вообще в классе там было мало. Одна девочка была чеченка, я один ингуш был в классе, баргаской, хачкаманахбар, там разные другой национальности. И поступил в институт я, как-то знания хоть тройки, четверки были, но у меня все равно знания сильные были такие вот. Математику как-то я... Точные науки, да? Да, поступил, да. И как-то после этого, значит, по направлению поехал я, после окончания, город Псков поехал. Тоже там работал в домостроительном комбинате, там проработал, мастером проработал я 2 года. Потом приехал домой, на родину, в Грозный приехал, только устроился на работу, начал работать. Монтажное управление было, мне понравилось. Я там работал в Пскове в домостроительном комбинате. Как-то монтажная работа такая была. А приехал домой, значит, не в отдел, пошел работать в спецмонтажное управление, которое занималось монтажом железобетонной конструкции и металлоконструкции. И в то время спецму-10 называлось это управление, Чечено-Ингушского управления строительства называлось. Это было большое очень такое подразделение, мощное подразделение. И управление хорошее было. Чисто мы делали по улице Ленина, там Грозно, высотные дома делали, большие, серьезные объекты делали. Я там проработал, где-то 2-3 месяца проработал, и меня забрали, в армию забрали. Тоже после института, уже офицеры как были, брали в армию, 2 года отслужил. Значит, в Челябинской области, там эти подземные ракетные шахты мы там строили, тоже секретное такое было это, холодная, тяжелая тоже такая опыт. Служба была, мы нормально, там нас было 2 ингушей было, тоже мой коллега был, Беков Алавдин был, тоже строитель, правда, на год позже он меня закончил институт. Такой очень хороший специалист, сильный специалист, правда, жалко, Дал Гештолцена, он в апреле месяце он скончался, он работал в Грозном, работал, значит, начальником производственно-технического отдела, работал Чеченского управления строительства. Был на очень хорошем счету, был заслуженный строитель Чеченской Республики был. Потом ему там какой-то орден, ему там Кадыров дал, большую такую медаль ему дал. Хороший специалист, очень его там ценят. Казалось бы, ингуш, а он работал, значит, в Грозном. Буквально в апреле месяце скончался от этой болезни. И был такой творческий такой человек был, буквально даже не болел, ничего. Прослужили мы в армии, тоже, там на хорошем счету тоже, кстати, мы там предлагали там, на 25 лет, давайте, мы вам то будет, это вам там льготы будут. Все, приехали мы домой. В общем, я продолжил в этом же управлении, работу продолжил, в своем же управлении. Как часто организовываются встречи с коллегами, может быть, одногруппниками? Расскажите про это. У нас планировалось в этом году 100-летие, значит, было нефтяного института было. Должны были собираться тоже в Чечне, там, в Грозном нефтяном институте, там было это было. С этой болезнью отменили это мероприятие. Пандемия. После войны, видите, как-то все разбежались, кто куда. Было очень хорошее управление было. У нас был начальник русский, Ромашкин Игорь Алексеевич был. Очень хороший человек был. И я считаю, как закончил институт, там проработал, в этой организации я проработал. Никуда не бегал. По 96-й год, даже после Первой войны, я там работал 2 года по восстановлению Грозного.
И коллектив очень хороший был. Интернациональный коллектив, русские работы, армяне, евреи были, чеченцы, ингуши были. Хороший человек был, руководитель. И коллектив был хороший. И мы работали, очень творческая такая работа была. Большие объекты мы строили. Ну, я вот тоже там много принимал участие, там работал прорабом, там потом начальник участка меня поставили. Вот мы строили, я принимал участие в строительстве обкома партии, там, может быть, президентский дворец это назывался. Да-да. Вот он вначале был обком партии, вот, потом вот 16-этажный мы там строили, тоже я принимал участие в нем. Вот, кстати, там до меня там многие работали, тоже ребята наши. Это первый на Северном Кавказе был 16-этажный дом по армянскому проекту, метод подъема перекрытия назывался. Внизу все плиты заливались, потом поднимались эти плиты. Только в центре города очень красивое здание было. И так много объектов мы построили. А в каких еще проектах довелось Потом, значит, участвовать? строил я завод, строил отстоновый завод, там принимал участие тоже, там, правда, мы переделки там делали, но все-таки мы успешно его сдали. Огромная, большая стройка была, продовольственная программа была. Потом я занимался, вот в Малгобеке хлебзавод я строил там, правда, потом его планировался хлебзавод, мы построили, сделали, а потом сделали его домостроительный комбинат, переделали его. В Нестеровке я работал тоже, вот уже когда перед развалом в Чечне, там Нестеровский кирпичный завод, вот, тоже мы там работали один период. А что самое сложное в вашей работе? С какими трудностями приходится сталкиваться? Ну, видите, работа, строительная работа, там трудностей много бывает, всяко бывает трудности, но зависит от дружного, от коллектива работы, зависит от того коллектива, в котором ты работаешь. Для этого подбирать надо специалистов хороших, надо. Там в то время у нас были хорошие специалисты, были монтажники, были сварщики, были очень хорошие специалисты были. Вот. Ну, вот эта война потом началась, все, планы разрушились. И вот тоже многие мы ингуши здесь много, значит, в Москве работают с нами выпускники. Мы, значит, здесь в Ингушетии там 7-8 человек работают. Некоторые работают, некоторые не работают тоже. Но мы собираемся, общаемся как-то, значит, прорабы, даже вот фотографии у нас, но тут, значит, мы занимаем, да, собираемся, встречаемся тоже, да, общаемся, поддерживаем отношения и с другими ребятами поддерживаем там в Ростове, значит, тоже некоторые ребята работают в этом Железноводске. Ну, в общем, поразбежались, то некоторые, правда, уже и поумирали, честно говоря, более старшего строителей, которые были у нас. Да, вот много, вот работали у нас, Арчаков был, значит, Арчаков был мой начальник участка, был. Я с ним работал, в его подчинении был, мастером был, у него прорабом был. От него многому я научился. Ахмед Султанович Арчаков был. Тоже дал гештол, его тоже нету уже. Вот, он был заслуженный строитель Российской Федерации, был, значит, почетный строитель, он был очень известный строитель, был, у него были много наград было. Вот. Начальником управления одно время у нас работал тоже Ахмед Арчаков Ахмед Ибрагимович был. Он работал на БАМе начальником управления, потом пришел, у нас начальником работал, ну, потом его перевели на завод железобетонных конструкций. Там был крупный завод, был в Грозном, вот, тоже в нашей системе. Он там начал работать, буквально этот завод в таком захолустном состоянии был, он его за короткий период вывел, что на доске почета города повесили, значит, и вот эту табличку этого завода. Крупный завод был, хороший специалист был, это Ахмед Ибрагимович, толковый, грамотные были люди. Да. Потом даже он работал, значит, у нас было Чечено-Ингушское управление строительства, называлось это территориальное, это как министерство было. Это даже процентов где-то, наверное, больше половины, наверное, всех объемов работ по республике, по Чечено-Ингушетии в то время выполняло вот это Чечено-Ингушское управление строительства. Руководителем был очень известный строитель, был Исмаилов Эльмурза Эльбзурович был. Очень такой был жесткий человек, был требовательный, справедливый, ну и сильный специалист был. Вот он потом, значит, Ахмед пошел, значит, у него был замом, работал. Вот. Считается, что профессия строителя, она мужская, и не часто ее выбирают женщины. Много ли вы знаете женщин-строителей? Вы знаете, вот я, честно говоря, вот буквально последние вот полгода, где-то около года, я так занимался строительством, ну, частным я сейчас в данное время занимаюсь частным строительством. Тоже фирма у меня была, я там работал, значит, и в Магасе работал. Здесь уже после приезда в Ингушетию, в 96-м году я переехал в Ингушетию. Фирма была, в разных организациях работал тоже, ну, достаточное количество, принимал участие в строительстве. Потом сам работал, своя фирма была.
Вот, ну, потом, значит, сейчас занимаюсь частными такими делами. Появилось у меня время, вот я решил, значит, как бы собрать материал про ингушей-строителей. Потому что вот сейчас вот кинешься, как-то время пролетело, и многих вот старых тех строителей уже нету, этих людей. И этих людей никто не вспоминает, об них никто ничего не говорит. Вот думаешь, там вот вспомнишь этого, а потом где-то родственники, какие-то отношения, раз уже говорят, его нету. Уже нету, говорят. Ну и потом как-то вот мысль появилась у меня создать, значит, такую как энциклопедию, значит, ингуши-строители. Ну, там биография, все, какие они объекты строили, достойные там, значит, их там награды, все такое вот. И, Всю значит, информацию собрать, да? Да, ну, значит, вот я собрал, и вы знаете, я этим вопросом еще занимаюсь, но уже достаточно много нашел материала, и очень много у нас, оказывается, очень достойные были строители были. И в Казахстане еще до войны у нас были еще, значит, я могу много привести примеров, такие крупные должности занимали. Вот. Даже вот, пожалуйста, вот приказ, вот у нас День строителя, я хотел просто показать, отмечается с 55-го года. Вот он, я нашел. Указ, может быть, да? многие, может быть, не знают это, да. Вот, значит, О постановлении ежегодного праздника Дня строителя. Да, каждое, значит, второе воскресенье, вот 6 сентября 55-го года был учрежден этот праздник. И в то время было ингушей много, занимали достойные места, занимали. И вот даже, и были даже, вот говорят, спортсмены были даже у нас, какие были в то время. Вот, примерно я могу вам привести пример. Значит, Ахмед Лянов был такой. Он закончил до войны в 1936 году, еще закончил военную академию, закончил, но потом он, значит, закончил МИСИ, их перевели, Московский инженерно-строительный институт. Он работал главным инженером при строительстве Алхачевского канала. Это в 30-е те годы работал, значит, тут даже фотографии есть, где он, значит, там стоит, руководит, значит, работой все непосредственно, вот, он был руководителем. Значит, у него сын был, тоже потомственное, как идет, сын был, главзарубежстрой работал, Минмонтаж спецстрой работал, Магомед, очень известный тоже строитель был такой, специалист был. Второй сын у него был, тоже нефтяной институт строительный закончил, он был, значит, начальник участка работал, вот Кизино Ям есть горное, вот это вот в Чечне, вот это там, значит, озеро, там базу отдыха, там базу спортсменов он строил тоже. Был боксером он был первый среди чеченцев-ингушей, мастер спорта по боксу он был. Вот такой известный был, вот такая семья известная была. И много-много у нас таких было достойных людей во всех областях, даже куда ни кинешься. У нас были и специалисты, значит, и по газу были, вот, и Кажев Хаджбикер был человек такой, он Газпром, управляющий трестом был, большую должность занимал. Баркинхою Моли было, значит, Кавказ Трансстрой было, значит, было в Владикавказе, было весь юг России, железные дороги, он очень большой был специалист, большие объекты они строили. Вот. Даже вот старые очень много были. Вот Базоркин был, значит, Базоркин Ибрагим Унухоевич был, внук вот генерала он был, сын генерала был он, значит, Базоркина. Он принимал участие в строительстве вот суннитской мечети в Владикавказе. Вот очень это, много у нас да, специалистов. Причем он до революции закончил техническое какое-то, значит, училище закончил, да, инженерное. И принимал участие в строительстве, значит, вот этих вот, потом в Арамхи дороги они там делали, мосты они делали, там, значит, подъезд от Военно-Грузинска через Чми делали, значит, там вот эти дороги подъездные, вот это делали. Тангиев Абдулхамид был очень известный человек, был тоже управляющий, потом впоследствии сельстроя он работал. Он, значит, занимался, значит, вот это в этом Очелуках, вот это завод минеральных вод, он там, значит, как бы заложил вот это, значит, пробил финансирование. Да? Да. Потом санаторий, вот это в Арамхах пробил, вот это строительством дорог занимался, мостов занимался. Вот. Был тоже очень известный человек был. Проектировщики, вот у нас был Салтамаков, Руслан был, может быть, он в то время, вот еще в те времена учился, в Свердловске учился. Кстати, учился вместе с Ельциным, он учился. Ельцин был на 1 год старше него. Да, в одном, да, учились? Да, он учился там, значит, в этом техническом в этом институте, в Свердловске учился он. Да. Закончил, приехал он оттуда, он работал, в сельстрое работал, главным инженером. Вот эти в Грозном первые панельные дома, крупнопанельные дома, он построил. Вот это даже в то время, ну, руководил и построил. Даже они не верили, там все против него стали, это они не выдержат, сейсмика не выдержит. Он доказал, что эта сейсмика выдержит, что эти дома нормальные, полноценные. По сегодняшний день эти дома в Грозном стоят.
Вот такой был человек. Впоследствии он работал директором проектного института, работал, Гипросельхозстрой работал. Вот. И такие вот достойные люди у нас очень много было. Очень много было. Просто я времени есть с кем перечислить гордиться не нам, могу. конечно. Вот вы сказали, что у нас были достойные женщины. Да, были. Вот была Лида за этого была. Она работала начальником УКСа, работала. УКС Совмина была. При Совете министров в УКСе она работала. Достойный человек. Была секретарем райкома партии, работала. В Советском районе работала. Потом такая вот была, ну, такая, значит, там надо быть таким жестким человеком, надо быть это. Вот. Потом, значит, работали. Вот проектировщица Зара Банхаева работала. Очень такая, она и сейчас работала, в Грозном работала, тоже проектированием она занимается. Проектировщики у нас тоже были, но Дарсигова Бембулат, очень известный тоже архитектор. Ну, да, достаточно много у нас профессионалов в этой области. Янов да? Нурдин, достаточно заслуженный строитель тоже он. Вот. А вот если, что бы вы посоветовали нынешнему поколению, которые хотят выбрать эту же профессию? Ну вот я сейчас что самое главное нужно знать? Последнее вот я год вот как-то я время появилось, я пошел в колледж, вот я значит вот политехнический колледж у нас, там вышел на работу, ну думаю время есть, но мы хоть займусь там преподавательской деятельностью, ребят. Передам свои знания, да? Да, передать знания там про практику, в основном-то я практика у меня, ну и теория, значит, и знаете, ну слабо, конечно, ребята, ну вот. Эта специальность очень хорошая специальность, фактически. Это мужская специальность. Это не просто так. Вот любой человек не выдержит, например, там одевать резиновые сапоги, настройки, все, грязь бывает, все это бывает, значит, и холод, и в дождь, и в снег работает. Многие вот не выдерживают и уходят со строительства, не работают. Вот. Ну, а вот мне как-то вот эта работа, она понравилась, и у меня пошла эта работа. И у меня и помощи со стороны не было. Я работал как-то раз, меня, значит, начальник, давай, вот ты будешь прорабом, ну, как-то вот, ну, хорошо. Это само по течению, да? Само идет как-то, ты охватываешь работу, тебе идет. Ну, молодежи я сейчас советую, что работа хорошая очень, это мужская работа, оплачиваемая работа, достойная работа, заработки хорошие. Конечно, у нас республика маленькая, у нас особо здесь, значит, работы нету. Как-то таких строительства нету. Ну, Россия это большая, Россия это строится, и строители, они всегда востребованы. Можно найти, поэтому да, я вот свое ребятам место. говорю, знаете, ребята, учитесь, пожалуйста, стремитесь, занимайтесь. Я там где-то, это все ерунда. Надо работать, и надо ехать в Россию, надо самую тяжелую работу, там начинать мастером надо. С самых низов надо начинать работу. А потом ты уже набираешься опыта и пошел. Дальше ты уже идешь. Вот. Я желаю молодежи, чтобы они эту работу, специальность, это хорошая специальность, чтобы они работали и учились. Проектированием заниматься тоже работа, это требует. Вот строительство, кажется, пришел, вот и настройка, вот проект, но он должен быть, правильно? Конечно. Проект должен. Проект кто-то создает, специалист создает его, строитель, инженер, значит, проектировщик создает. Надо, значит, грунты надо проверить, какие грунты и все. И помимо этого, уже ты со всем этим багажом, уже строитель выходит на площадку, он уже проверяет все, значит, соответствует она, не соответствует, проект, ошибка есть или нет. Грунты копает, начинает котлован, например, что-то. Очень ответственная работа, это конечно. все, она комплексная эта работа, да. А кто-то из ваших детей пошел по вашим стопам, выбрал эту профессию? По моим стопам, у меня старший сын работал со мной, потом я так хотел, чтобы у меня кто-то был, 3 сыновей у меня, хотел, чтобы тоже кто-то... Кто-то, да? Да, потом второй сын у меня работал, правда, он в Питере работал, там, значит, тоже работал. А потом все работают, закончил институт, закончил институт. Ну, правда, не работают они, никто не работает. Старший юридически закончил, значит, там потом пошел в одну работу, второй вот этим компьютерными делами. Третий уже он закончил техникум, в Ставрополе, строительный техник. Думал, хотя бы младшего с собой буду с собой, значит, будет со мной работать, научу его все это. Тоже он не захотел, там, значит, другим делом он занялся. Вот, в общем, по моим стопам никто не пошел. Вот фактически это у нас вот здесь вот строители, многие вот я, который собрал материал, семейные, очень много семейных этих работ. Вот Арчаковы, которые я вам назвал, братья, тоже они оба заслуженные строители. Вот младший умер, а старший Магомед Арчаков, он работает в этом колледже, Цуровский колледж здесь, он там преподает. Вот. Много у меня вот собрано такого материала. Вот Цискиевы были, отец Чингисхан, сын у него был Тамерлан был. Вот он был военный строитель, у него сын, правда, Чингисхана нету тоже.
Вот, у него сын, значит, в Москве сейчас работает, тоже строитель, метрострой Продолжили, занимался, да, дело отца? работает, да, вот он тоже строитель тоже. Вот много семейных у нас есть такие вот как-то. Вот НЕОН, например, организация, тоже такая мощная организация, вот у нас сейчас работают, они дороги делают, у него сыновья, оба сына у него работают, тоже в строительстве работают, тоже довольно мощная фирма. Вот Мальтес у нас есть фирма сейчас в Ингушетии. Да, я Вот слышала когда про фирму. республика у нас организовывалась, вот начало было, у нас особо так строители были, в то время тоже строители старые, но они как-то везде раскиданные были. Это война, вот в пригородном районе как-то, в Грозном, в Чечне был. И они все куда-то разъехались, не до строительства Кто где, было. да? Поэтому вот в республике, вот Гуцериев в то время, там Аушев, они же начали вот это строительство Магаса и привлекали в то время, значит, там иностранцев, словаки там работали, турки работали, финны работали, разные строители были. Ну, наверное, такая необходимость была. Но вот сейчас, в данное время, я смотрю, уже ингуши, ребята, многие, значит, пооткрывали фирмы свои. Значит, в любой области ты возьми, любой, вот лифтовые у нас, значит, есть уже фирмы, есть, Уже которые есть занимаются. фирмы, да, У нас специалисты. сантехника есть, занимается, значит, пожарной сигнализацией, значит, монтажом занимаются у нас, значит, пластиковые базы появились у нас, кирпичные заводы появились, значит, железобетонные Очень заводы. много проектов Да, уже у нас касаемо базы стало, и переработки уже, пластика, всего. значит, наши ингуши уже в любые области уже выезжают, значит, за пределы нашей республики выезжают, и на хорошем счету, вот в Москве работают, в Тюмени, я знаю, много конечно, работает. радует. Да. Вот Малороев был, значит, вот у нас забыл его, как он работал в Сочи, значит, работал, вот эти вот олимпийские сдавал объекты. Кстати, Путин сам приходил, проверял его объекты. Вот наш президент приезжал, проверял, значит, и остался И какой доволен. итог? Да, остался доволен его работой. Очень доволен. Там сын его сейчас тоже занимается, проектированием занимается вот этим делом. Вот, в Москве работают наши тоже ребята. Вот Базоркин Амир давно уже работает в Москве. Вот эти газопроводы он занимается. Там тоже ингуши работают, у него ребята есть. А планы на ближайшее будущее, да, может, вы хотите какими-то проектами заняться? Ну, на будущее, видите, у меня и такой фирмы такой нету, так сказать. Вот сейчас надо, чтобы была как база какая-то была, какие-то планы. Но я тоже занимаюсь, я частным строительством занимаюсь вот сейчас в данное время. Вот я, значит, здесь построил ряд объектов тоже частным. Вот Стройторг магазин, может быть, вы знаете. Да, слышала, Вот этот Стройторг видела, я слышала. построил. Вот у них там пожар случился, у них сгорел магазин, вот я им построил вот это. Потом, значит, вот галерею я участие принимал вот по Муталиевой улице. Да, там, видела. Потом, Это торговый центр, галерея? Да, потом вот это вот мы делали, значит, больница, вот эта академия, вот эту мы Здоровье. строили. Вот. Ну, до этого еще развлекательный центр я там Да, строил. большие такие проекты, Вот. здания. Да. Потом вот пятую школу я здесь строил. Вот, пятую школу, может, знаете, это еще раньше Да. я строил. Это я в фирме работал, это спецгаз называется фирма. Вот. Потом ну, вот такими частными делами я сейчас занимаюсь, как-то преподаванием занимаюсь. И параллельно вот в данное время сейчас занялся я буквально материалом, собиранием Да, собиранием материала о строителях. Планирую вот я выпустить, значит, эту книгу выпустить. А дальше, значит, также будем продолжать Да. работу. Ну, я вам желаю удачи Работу. в этом нелегком труде. И спасибо вам, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. И я напоминаю нашим дорогим телезрителям, что это утро с нами встречал заслуженный строитель ЧССР и Республики Ингушетия Билан Чахкиев. Эфир «Утро» продолжается, и не переключайтесь.